많았지 뒤처진 나나마야 사람이 가나마야 잡박날 잡박날 이래된지 아드만 잡박날 이래된지 아드만 잡박날 Belki kapiri, gülhabi rapiri, ile belli adıma, gelin kızım adıma, zapaklar, zapaklar, ile belli adıma, zapaklar, ile belli adıma, zapaklar. Ayazdan varaya, vatan kumadı, bileğine adalar, hem acı aydın gerek, zapaklar, zapaklar, ileri adıma, zapaklar, ileri adıma. Zapaklar, ileri adıma, zapaklar, ileri adıma, ileri adıma, ileri adıma. 1, 120, 300, 400, 105, 106, 107, 189, 110, 111. Эй, со счета сбился. 1000. Ну что, братья, больше играть не будем? Отдохнем. У меня конь, я дальше поеду. Что это? Ну-ка. Как он туда попал? Очень глубоко. Надо выручить, а то пропадет. Да, братцы, надо выручать. А то погибнет все-таки живое существо. Давай. Эй, наступил на ухо! Да осторожней ты! Еще глубоко! Мапак, я не достаю! Епа! Он не достает до дна! Топак, лезь обратно! У меня руки устали! Держитесь! Я сейчас на руки поплюю! Ты не ушибся? Я нет. А как выберемся отсюда? Черт, а не скотина! Ох, знал бы его норов и красть бы не стал. Сбагрить бы его кому-нибудь, хоть что-то за него выручить. Куда тебя несет, шайтан длинноухий? Ты же говорил, что это хороший осел. Откуда я мог знать, что это самый упрямый из всех упрямых ослов? Я его Ох, если прикончу, бы у я меня знал. больше нет сил терпеть эту скотину. Осел он и есть осел. Уж наплачется тот, кто его купит. Иди, не останавливайся. Послушай, А? брось ты его, давай лучше передохнем. Я рухну, если сейчас же не поем. Умные слова. Разведем костер, перекусим. Тише. Братья, слышите? Люди добрые! Помогите! Нашел добрых. Это ты добрый или я? Эй! Кто там наверху? Помогите! Эй! Люди добрые! Выручайте! Вытащите нас! Тоже мне люди, а? Как туда забрались, так постарайтесь и обратно выбраться. Вот так. Да.
поле. Клад? Какой клад? Золото, целый кувшин. Привязывайте кувшин. Только покрепче. Тащите! Смотри, кувшин маленький, а тяжелый. Тащи. Золото легким не бывает. Видно, здесь обедать собрались. Уноси ноги. Ац! Где кувшин? Где золото? Отвечай сейчас же, Куда девали клад, говори сейчас же! остался. Отдай я вам золото сразу. Мы 100 лет бы ждали, пока вы нас вытащите. Слушайте, надо достать золото и разделить поровну. Что ты сказал? Никаких поровну. Ты постереги их, а я полезу вниз. Нельзя тебе лезть, ведь ты толстый и тяжелый. Лучше я полезу. Хватайтесь. Крепче держите, болваны. Тяжелые. Устали? Отдохнем. Поплюем на руки. Поприем. Братья, нас ждет прекрасный обед. Давненько мы мясо не ели. Тут и на ужин хватит. Обманщики, сейчас же поднимите нас! Поднимите, иначе всех перестреляю! Вы слышите крики из ямы? Они, наверное, там проголодались. Сыночки, миленькие, помогите выбраться старику немощному. Возьмите ишака себе. Вытаскивайте, не только куропаток перестреляю! Правоверные. Кибитка и коза — это все, что осталось от пропавших братьев Джапаков. Хорошие были люди. Правда твоя, дорогой Ишан, правда твоя. Соблюдая обычаи предков, по справедливости разделим имущество пропавших. Их души улетели в рай. Аминь! Таков обычай. Кому нужна такая кибитка? Да и коза худая. Какое у них имущество? Где вы так долго пропадали? Бродили по белу свету, Здравствуй, Бастан. но вдали от родного аула и вода не утоляет жажду. И очаг не греет. Какая ты стала, Бастан? Какая? Красивая. Пока вы скитались по свету, вас уже похоронили. Родственники Джапаков. Правоверные, кто их родственники? Отзовитесь. Откуда быть родственником? Они сироты. Некому их и оплакивать, бедные мальчики. Раз матери не было, откуда дяди взяться? Правоверные, вы все знаете, кем я был для бедных сирот. Я же им заменял отца. Поэтому я считаю, что их имущество должно принадлежать мне. Братья, у нас объявился отец. Сейчас появится и мамочка. Ах, мои бедные сироты. Я говорил? Я была им матерью, я кормила, обшивала, оберегала их. Знали бы вы, как я любила этих несчастных детей. Тоже мне родственники. Джапаки, не разгибая спины, целых 2 года от зари до зари батрачили на них. Кибитка и коза достаются Киликбаю, как одному из самых близких родственников. Джапак, так они нас по миру пустят. Разве ты не слышал, что сказал почтенный Ишан? Мы попали в рай, а в раю ничего не надо. Там не едят и не пьют. Вот это жизнь. От Джапаков остался еще Дутар. Кому он должен достаться? Рассуди, Ишан. По-моему, этот сладкозвучный Дутар надо отдать самому бедному из нас. Мне не надо.
Не надо. Нет, есть и беднее меня. Мама, вон Джапаки. Джапаки! Ура! Аллах, что творится на белом свете? Люди добрые, нам в раю еще делать нечего. Нам пока и здесь хорошо. Давай я принесу. Нет, нет. Это не мужское дело. Я сама. Ничего не понимаю. Когда вырастешь, тогда поймешь. Кушайте на здоровье, дети мои. Спасибо, Сельбеджи. У нас в животе так пусто, что позвонки можно сосчитать. Вот и поешь. Ну что ж ты, как теперь жить будете? Ведь у вас все Келикбай забрал. Ничего, нас ведь 4. Будем работать. У нас 8 крепких рук. И 8 глаз. И работы мы не боимся. Это хорошо, но и 4 голодных рта. А ищите, кому вы последний кусочек хлеба отдать. Но, мама, у Джапаков очень добрая душа. Но самое главное, у нас на плечах голова. 4 головы. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуй. Заходи, Гельдеджан. Садись. Наконец-то вернулись в родные края. Я шерсти принес немного. Только не знаю, понравится ли. Я ковер кончу. Замечательная шерсть. Я ковер кончу. Замечательная шерсть, как и я сам. Пошутили? И хватит. Пора и честь знать. Благодарим за угощение. Звезды. Как монетки. Сколько их? Много. Не меньше, чем денег у Келикбая. А почему бедные добрее богачей? Стань богатым и расскажи нам, почему. Угомонитесь. Спрячьте ваши мудрые мысли до утра в рукавах халата. А у меня в халате одни дырки. Ха!
Бесстыдники. Даже ночью от них покоя нет. Спи, отец, спи. Не надо расстраиваться. Есть хочешь, ушастый? Только зачем так громко кричать? Соседей разбудишь. А там спит девушка. Бостан. Спит сладко-сладко. А сегодня что будем есть, а? Здравствуй, папа. Здравствуй, мама. Здравствуй, папа. Здравствуй, мама. Пожалуйста, не забудь пришить мне рукав. Здравствуй, папа. Доброе утро. Здравствуй, мама. Здравствуй, папа. Здорово, брат. Прежде чем есть плов, надо его заработать. Спасибо за угощение. Приятного аппетита. Да ты, кажется, сердишься, отец. С чего вы взяли? Какой я вам отец? Ну, бесстыдники. Сами говорили, что были для нас как родной отец. Вот еще. По вас бы я с удовольствием траур носила. Глаза бы мои вас не видели. А мне умирать не хочется. Весь аул теперь говорит, что вы наши родители. Хватит голову морочить. Что вам надо, говорите? Ладно, шутки в сторону. Мы на вас 2 года батрачили. Пора рассчитаться. Пора рассчитаться. Баяга, а где наша коза? Вы обещали нам корову за нашу работу. А, какая корова, ну что ты говоришь? Разве мог я такое обещать? Жена, подай-ка сюда мои счеты. Козу я взял за ваши долги. Какие еще долги? Ай.
Вот это ваши долги, а здесь ваша работа. Тут все точно записано. Саксаула 50 вязанок. 100, Киликбай. Да ты не сбивай со счета. Вот она, зарубочка. Потом хлев починили. Новый построили? Да какой же он новый? Тростник весь черный, насквозь прогнил. Вы же новый тростник пожалели. Мы старый перебирали. Ну, правильно. Сам же говоришь, тростник старый. Хе-хе. Откуда же будет хлев новый? Теперь посмотрим, что я вам за вашу работу заплатил. Пару сапог почти новых. Какие еще сапоги? Отличный хибинский халат. Заплаты были новые. 40 кувшинов чала. 20 тандыров чурека. Я помню не 40, а 20. Помню, а у меня записано. Видишь, какой выискался. Ну-ка, где ваши записи, а? Где? Показывай. Вот тут. У сироты 7 желудков, и все голодные, и всем есть подавай. Вот и выходит, не я вам, а вы мне еще должны. 2 года я от себя кусок отрывал, вас кормил, как своих детей. Ну вот что, Баяга, рассчитывайтесь лучше по-хорошему. Отдайте корову, как обещали. По-доброму прошу. Что? Да как ты смеешь мне угрожать? Вон из моего дома, голодранцы. Ну ладно. Фу. Я тебе. Что, Ишули, устали? Давай поможем, донесем до базара. Бедные ребятки, заплатить вам нечем. А разве мы деньги просим? Спасибо, скажешь, хорошо? Ну-ка, давай на ушастого. Опля! Кому сочные, сладкие арбузы, покупайте арбузы. Что, хозяин, не идет торговля? Ай, не спрашивай. Не волнуйся, Ешули, мы сейчас продадим твои арбузы. Точные арбузы, сладкие арбузы. А ну подходите, покупайте арбузы, сладкие арбузы. Выбирайте, какой на вас смотрит. Деньги давай. Подходи, подходи, маленький арбуз, но самый сладкий. Героя, получай, Ишули, самый лучший. Получай. Лови, деньги бросай, деньги. Хоп-ля. Сладкий арбуз, замечательный арбуз. Давай, плати, дядя. Жажду утоляет, силу прибавляет. Кому не понравится, приходи, заменим. Получай, товар, получай, платить не забывай. Молодцы, вот это помощник. Раздали, дядя. Кончается арбузы, кто не купит, тот прогадает. Не хороши? Смотри, какой красавицей стала Бастан. Плохо только, что тот пастух около нее вертится. Не болтай. Кто ее посватает, пусть сначала заплатит мне долг ее матери. Мильван, посмотри хорошенько, нравится, а? Ничего нам такой ковер. Он же очень маленький. У нас дома есть большие. Дитя еще малое, только ковер увидел. Осел длинноухий. Ходите, покупайте ковры. Самый лучший ковер! Покупайте ковры. Красивый ковер, красивый. Скажи, ты аиста видела когда-нибудь? Этот ковер ему подойдет. Ведь аист на одной ноге стоит. Вот если бы ковер ты вместе с красавицей отдала. Братья, кончай торговать. Угу. Давай рассчитаемся, Шули. Куда же вы? Покупателей полно, а я еще деньжат подброшу. Ну как, по рукам? Очень советую оставаться. Ишули, есть в жизни такое, что дороже денег. Ну, получай. Спасибо. Посмотрите, посмотрите на этот красивый ковер, замечательный ковер. Кто купит этот ковер, принесет в дом счастье.
Посмотрите, какой дивный узор! Подходи, покупай ковер! Покупай. Прекрасный ковер! Куда же? Куда же вы? Погодите! Он ваш дом украсит, от дурного глаза обезопасит! Дай-ка взгляну. Прекрасный ковер! Неповторимый узор! Я его заберу. Сколько? Я забираю ковер. Да подожди ты! Подожди! Мой ковер! Я первый подошел. Куда ты тянешь? Мой ковер. Плати деньги! Я первый приценялся. Беру, держи деньги. Получите, Сельбеджи. Ой, дорогой Джабайджан, если бы не ты, что бы мы делали? Спасибо. Вот сладкий набат, сладкий набат. Что ты делаешь, ушастый? Разве не знаешь, джабайки не воруют? Мензибар, Тарунды, Сакая. А? Что угодно? Турунды саке. Эй, мусульмане! Кто переведет слова, что этот иностранец говорит? Эй, люди! Кто знает язык чужестранца? Я бы мог перевести. Только я плохо слышу. Теперь я к вашим услугам. Что угодно, господин. Мензибар, Турунды, Саке. Мензибар, Турунды, Саке. Чего он хочет? Понимаете? Он Мензибар хочет. А это означает... халва. Сколько? Но сначала саке турунды. А это значит, что они хотят попробовать. Ну, я не возражаю, пожалуйста. Тарантура. Извини, хозяин. Он говорит, твоя халва не сладкая. Как не сладкое? Сам делал. Лучше моей халвы на всем базаре нет. Самые лучшие, люди добрые. Попробуйте, какая замечательная халва. А этот нечестивец говорит, что не сладкая. А ну, проваливай отсюда! Ты что, не видишь? Кто заплатит за халву, за кишмиш, за мед? Кто ел, того и спрашивай. Мед ты сам съел. Кишмиш и шаг. Вот и требуй сашака. Кто знает, может, он тебе заплатит. Что же мне делать? Халвы нет, мед испорчен, кишмиш пропал. Кто же мне убытки возместит, мошенник? Я найду на тебя управу. Успокойся, Ишули. Твоя правда. Мы нанесли тебе убыток. Вот и шаг. Возьми его в залог. Мамбак, не видишь? Бежим. Думал, что не найдем? Вор украл у нас ишака. Я не брал. Это ишак не мой. Застрелю. Убивают, убивают. А? Тю. Джапак, смотри, вернулся ушастый. Ах ты лопоухий, от сладкой жизни сбежал. Ну что ж, вези, раз пришел. Стойте, братья. Одному-то трудно. Ох, спина. Поможем, брат. Ага. Слезай.
Добрый день, Ишули. Здравствуйте. 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 Вах. Давайте я покопаю, Ишули. Спасибо тебе. Третий день спины не разгибаю. Отдохните немного. Ишули, а кто умер? Ну-ка. Аллах, пришли мне на тот свет вдогонку Ишана. Уж я ему бороду вырву. Слышишь? Аллах, не забудь. Что, как бараны, уставились? Закапывайте меня в могилу. Ты сначала умри, а за нами дело не станет. Я уже давно умер. Чем мне жить, как собаке? Лучше уж сразу на тот свет. Последнюю овечку и ту Ишан забрал за долги. Стоит ли умирать? Из-за паршивой овцы? Молодой ты еще, старика учись, жизни не знаешь, голодным детям слез не утирал. Ждал я лето, придет овца, ягненочка, может быть, не родит. Пройдет год, она мне еще двух родит. Это уже стадо. Но овечки-то нет. Ай, что говорить, закапывайте скорее. Ты что ж, с ума сошел? Сыплешь на голову, в глаза можешь попасть. С ног надо начинать. В самом деле хотел его закопать? Нет, я раздумал умирать. Жизнь все-таки хоть и плохая, но жизнь. Как бы для него денег достать? Так. Есть! Нашел! Не горячая вода. Хорошо. О, всемогущий Аллах, будь милостлив, пошли мне 3 серебряных тумена, как договорились. Только предупреждаю, 3 тумена и не меньше. Ведь ты обещал. А дал слово, так сдержи его. Только 3. 2,5 не возьму. Ты слышишь меня? Смотри, жена, нищий попрошайка, а с Аллахом как с равным толкует. Просто смотреть стыдно. Ой, что эти нищие стали себе позволять. Не возьму, говорит, меньше 3. Рассказать кому не поверят. Придумал. Дай-ка мне кошелек, испытаю.
Смотри, не отпирайся. 3 тумены, как договорились вчера. Меньше не возьму. Посмотрим, возьмет или нет. Много. Что-то здесь маловато. Нет. Надо еще. Нехорошо меня обманывать. Мелочи, говоришь, нет? Мелочи нет у Аллаха. Ты слышишь? Не понял. Завтра прийти? Но только смотри, не забудь. Договорились. До завтра. Ты должен еще тумен. Конечно, конечно. Эй, подожди! Подожди, куда ты? Эй, мусульманин, верни мои деньги! Стой! Мы пошутили! С Аллахом не шутят! Алля, 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 а! Поймал я тебя. Зачем закопали мои могилы? Хочу обратно. Откапывай. Я Шули. Это за овечку. Ишан прислал. А теперь купите себе овечку лучше, чем была. 1, 2, 3. Добрая у тебя душа. Эй, сынок, как твое имя? За кого молиться мне? Джапаками нас зовут. Джапаки, Джапаки. Эй, сынок, да благословит вас Аллах. А вот и я. Где ты пропадал? Зарабатывал деньги. Сколько получил? Достаточно. Ну что ж, значит, поедим. Давай деньги. Нашелся человек беднее нас. Я им и отдал. Ха? Здравствуйте, почтенный Ишан. Здравствуйте. Удачи вам, Ишан. Да прославится имя ваше. Здравствуйте. Куда направляетесь, верблюжаты мои? В гости собрались. Только вот забыли, кто нас позвал. Вот как. Может, я? В гости? Нет, поработать. Поработать? А что нужно делать? Да вот сарай поставить. Мне бы такой сарай, как вы Киликбаю сделали. Я тоже не хуже заплачу. Не сомневаемся. Обшурить не хуже. Мы работы не боимся. Только Ишак голодный. Ничего, Ишака накормим. Ишак ученый. Он без нас есть не станет. Ну что ж, я и вам соломки дам. Наш Ишак солому не ест. Ему чурек подавай.
Ну что ж, молодцы, молодцы, ребятки. Аллах воздаст вам за ваши труды, Джапаки. Пусть Аллах это сделает твоими руками. Вай, ну что же, не возражаю. Как условились, так и будет. Прошу вас, за нами дело не станет. Пошли. Вот, получаете за ваши труды. 4 торбы. Такой был уговор. Уговор был 3. Аллах свидетель, вот и получай. Выдумал тоже 4 Пусть торбы. придет свидетель и скажет, чья правда. Из-за такого-то пустяка тревожить Аллаха всемогущего. Даю вам 3 торбы и больше ни горсти не получите. Но нас ведь 4. Но Аллах уже с этим рассчитался. И тоже моими руками. Ах ты паршивая скотина! Вон отсюда! Давай быстрее, пока он там барахтается. Беги, ушастый. Дайте мне этого ишака! Я шкуру с него живем сдеру. Не волнуйтесь, Ишан-ага. Он свое уже получил. Что на животное обижаться? Ох, голова трещит. Устал. Чего это вдруг голова? От мыслей. Зачем, например, ишака одолжили? Ты что, забыл? Джапаки выручают тех, кто в беде. Ого. А этот куда направляется? Наверное, на мельницу. Точно. Так мы последними туда попадем. Тихо. Этот завтра приедет. Джапак, подожди. Я устал, давай отдохнем. Может, тебе арбу подать? Хорошо бы. А ну-ка, помоги. Табак, полезай сюда. Ну что ты, брат? Я уж сам как-нибудь дойду. Лезь, тебе говорят. Зачем пропадать добру, раз посылает Аллах? Папа, мешок тяжелый, одному мне не справиться. О, слабосильный, ничего не может. Ну, Пошли напрямик. Чу, 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 чу. эй, голодранцы, чего уцепились? Не ваше. Нет, Бэга. И чувал наш, и зерно наше. Могу доказать. Ну попробуй докажи. Люди добрые, будьте свидетелями. Поглядим. Разберемся, кто здесь прав. Угодил. Спасибо, папочка, что так хорошо довезли до мельницы. Ну, молодцы, Киликбая перехитрили. Куда поставить? А чья это мука? Как это чья? Твоя? Получай.
Встретили по дороге человека, попросил отнести. Гильды? Гильды. Ну что ж, мука есть. Может быть, лепешкой угостишь? С удовольствием. Посмотрите, болтается в седле, как мешок. Побираетесь. Расселись, как хозяева. А едить-то чужое. А чужое вкуснее. Угощайся. Нам чурека не жалко. Это тебе мама велела передать. Мне ничего не надо. Это кишмиш сладкий. Ну что же ты? Бери. Берем. Смотри, понравилось. Разбирается, хоть и осел. Знал, когда прийти. Он у нас умница. Не то, что твоя кляча. Мой конь настоящий ахалтыкинец. И в дальнем родстве Никогда не состоял. И не будет состоять. Никогда. Дураки, мой конь быстрее ветра летит. Никто не обгонит. не обгонит. Точно говорю, никто не догонит. Я догоню. На чем? Не твое дело. А где твой конь? Или ты на ишаке трусить будешь? А может, и на нем. Могу поспорить, что обгоню тебя. Ставлю коня и вот этот халат. А ты что ставишь? Мешок муки и нашего ишака. Сойдет. Давай хоть сейчас. Давай завтра. Надо ушастому отдохнуть. Согласен? Согласен. Только смотри, не раздумай. Я-то не раздумаю. А вы все будете свидетелями. Ладно, проваливай. Ты что? Хочешь его обогнать? Голова есть, что-нибудь придумаю. На ишаке? На двух. Коня, Коня, седок, мешок! И что, красавчик? Настоящий ахалтыкинец. Красавчик едет. Вот смеху будет. Вот и я к пап явился. Я пап тоже на чистокровном. Ей еще посмотрим, кто кого. Явился, да посмех. Начинаем соревнование. Ишак против скакуна. Приготовились. Два круга поскачут. Вот не похпей, наглотается смех. Это Значит, Последнего скачем один ишака круг. лишат. Зачем я папе Скачем два. А конь замечательный. Жабаки хороший наездник. Толстяк точно придет первым. Келеба опять получит прибыль. Всех приглашаю свидетелей. Пропускаю его на полкруга вперед. Сколько живу на свете, таких скачек не видел. Коль первым пройдет. хотят, у них у ишака Его на полкруга не хватит. Гони, Япман! Давай! Не подведи! Подведи, ушастый. Не подведи! Гони, скорее! Давай! Гони! Ну, Бельмон, гони! Бельмон, давай, давай! Накали, давай! В следующий раз твой папе стоить не буду!
мужчина. Ну, бьет, да не до смерти, отдавай коня. А что я вам говорил? Отпустите! Жалейте меня! Не понравилось. А вы с папочкой нас пожалели? Отпустите! Не надо! Я больше не буду! Чары, подержи коня. Поговорю с его отцом. Придурок! А вам что надо? Зачем пожаловали? Баяга, поговорить пришли. Какие еще разговоры? Мне с вами не о чем говорить. Ты же мудрый человек, Баяга. Мы не станем хитрить с тобой. Мы вернем тебе халат и твоего коня. Только за это отдай корову. Мы ведь ее честно заработали. Отдать вам корову? За мой же халат? С ума сошли? За халат коня и за то, что мы потрачили на тебя целых 2 года. За то, что вы потрачили, я с вами расплатился. А вот кто избавит меня от позора? А? Позор твой, Келекбай. И оставь его себе. А корову нашу отдай. Ничего вы не получите, вымогатели. Не нравится? Извини, Баяга. Мы не прогадаем, продадим коня. Стойте! Раскормили дурака. Сыночек ты мой. Этот лоботряс не Обидели способен ни к мальчика. какому делу. Да что ты, отец, поумнеет, когда женится. Он на споры жену проиграет. И мне скажи, кто отдаст свою долю за такого дурака? Есть же у нас должница, за долги отдаст Бустан. Ух, только отца расстраиваешь. Бастан, возьми корову себе. У мужчин в хозяйстве другие заботы. Правильно. А мы хлеб построим, навезем травы. Дадите в день кувшин молока, и нам хватит. Ну что ж, я согласна. Мы будем молочко пить, а ты будешь коровку доить. Беда, доченька, доченька родная, беда пришла, беда. Ох, горе мне, горе, кто поможет мне несчастной. Мама, что случилось? Келекбай хочет сватать тебя за Пельвана. Горе мне, доченька, без доли там нас заберет тебя за наши долги. Не хочу, не хочу. Не плачьте. Я кое-что придумал. Келекбай останется в дураках. Сельбеджи. Проходите, уважаемые гости. Мир твоему дому. Все ли у вас здоровы? Слава Аллаху, все хорошо. Заходите, уважаемые гости. Заходите. Садитесь, Дайдук, дорогая. Этот талисман спасет тебя от дурного глаза. Дочерью своей я довольна, Дайдук Джан, очень довольна. Хорошая жена Пельвану достанется. Это верно. Мы молодую оденем в шелка. Келекбай для молодых новую белую юрту поставит. Да, дочь отдаешь в хорошие руки Сельбеджи. У Келекбая и Дайдук ваша дочь будет жить как в раю. Конечно, конечно, как в раю. Муж сказал, что свадьбу откладывать не надо. Если не возражаешь, я ее хоть завтра заберу к нам в дом. Я за водой схожу, мама. Пусть она в наш дом счастье принесет. Какая она у вас высокая. Да внемлет Аллах твоим Ну что ж, словам. значит, породнимся, Сельби.
Но дело в том, что девушка любит пастуха Гильды. Это может помешать свадьбе. Я знаю, такой высокий. Хорошо песни поет и играет. Надо, чтобы этот Гильды петь перестал. Понятно? Уведем у него овец, так петь не захочет. Только вот маловато их, всего 14. Для нас это невыгодная работенка. Но ведь он пасет и стадо Ишана. Заодно и оттуда прихватите. Не прогадаете. Но с Ишаном не хочется связываться. Ох, как не хочется. Боюсь я Ишана. Ничего Ишан не узнает. Пущу в свою отару его овечек. Там их ни один шайтан не разыщет. Скорее, Бастан сосватали. Как сосватали? Что? Надо скорее Гильды сообщить. Мне уходить из аула нельзя. Почему? Вместо Бастан я. Итак, я жду хороших вестей. Мы больше с ним имеем дело, и денежки мы получаем не от Аллаха. Это же разбойники. А кони у них Келекбая. Ну-ка, садись скорей. Скорей. Кляп скорей. Дай сначала связать. Кого ты вяжешь? Это же моя голова. Вот это не разберешь. Давай скорее, руки. Сейчас мы его. Быстрее. Гильды! 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 Гильдиджан, что с тобой? Сюда! Джабаки, сюда! Ограбили. Всех овец угнали. Ты жив остался. Что теперь будет? Мы видели этих разбойников. Ничего, Гильды. Они не могли далеко уйти. Найдем твоих овец. Эй, толстый, иди. Кажется, мясо уже готово. Сейчас попробуем. Хорошее мясо. Давно такого не пробовали. Вкусные овцы у Ишана. Кто посмел забраться в мое жилище? Кто посмел забраться в мое жилище? Испепелю! О, дух, прости нас, мы
уйдем нас, отсюда. великий Мы не всемогущий знали. дух, Прости нас, прости нас. Мы не знали. Прости. Мы не Мы сейчас знали. уйдем отсюда, Мы не великий знали, дух. что это Прости. твои владения. Пощади нас. Это джапаки. Смотри их ноги. А? Сейчас я их. Великий дух. Великий дух, Прости, великий дух, нас. прости. Мы Мы не сейчас знали. уйдем. Мы не знали. Великий дух, добрый дух, не надо. Что вы делаете? Негодяи! Эй, потише, не можешь, мне же больно. Мне ногу свело, развяжите. Ничего, потерпишь, не умрешь. Ты же меня задушишь! Отпусти, мне дышать трудно! Задыхаюсь! Клянемся, больше Я не будем. тебя прошу, Больно. тише! Боль! А ты спроси Гильды, ему не было больно? Братья, мясо готово. Давайте сюда. Да что мне такое? Ух, вот здорово. Опять они нам ужин приготовили. Ха-ха. Джапаки, и мне кусочек, да? Прошу вас, хоть ребрышко отрежьте. Я говорил тебе? И я тебе говорил. Что ты мне говорил? Кто? Что ты мне говорил, и я тебе говорил. Не надо было красть овец. Отпустите меня, Джапаки. Больше не буду воровать овец. Больше не буду разбойником. Я лучше стану Ишаном. Ишан еще больше разбойник. Юрта невеста пуста. Может, девушка сбежала? Хороша встреча. На свадьбу не похоже. Что скажешь? Может, постучать? Эй, Жигиты, а ну-ка. А выкуп! Давайте выкуп! Не дадите выкупа, не получите невесту! Халас, разделите! Ай, ты невеста! Подруги невесты! Пока не будет выкупа, не входите в палату! Вот вам выкуп. Держите. Вот, держите. Еще. Мы не поскудимся для своего сына. Невеста, я фак нарядился! Позор. Запарю. Невеста стриженная. Такого нашего Оля еще не было. Эй, я под косу нацепила, на невесту стал похож, совсем как Бастан. Пришли вчера и сосватали меня за сына Киликбая. А свекровь подарила талисман. Ты что задумала? Посмеяться надо мной? Прочь с дороги, негодяй. Забыла, сколько мне должна? 10 баранов. Сейчас же, чтоб все вернула. Ишан идет. Мусульмане, ваши крики неприятны ушам Аллаха. Что случилось здесь? Расскажите, почему такой шум? Сельби и эти джапаки нас обманули. Ишан, я решил женить своего сына, сосватали Бостан. А вместо нее этот шайтан оказался. Раз так, пусть вернет долг. Отвечай, ты ему должна? Не откажешься. Да простит меня Аллах, должна. Аллах велит, мы должны отдавать долги на этом свете, ибо должник никогда не будет в раю. А ты волю Аллаха выполняешь? Не выполняет. А я хочу сейчас же получить свой долг. Немедленно. Смотрите, джапаки едут.
Вот бараны. Расплатитесь с Киликбаем. Вовремя, Гильде, ты пришел. Никогда моя дочь не будет твоей невесткой. А вот это наш долг. Забирай их, Киликбай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Эй! А ну-ка, подожди. Что это за люди там пахнут? И почему они связаны, как разбойники, а? Пусть они сами скажут. Мы воры и грабители, мы разбойники. Ну, пожалуйста, великодушный Шан, отпусти нас, мы больше не будем грабить. Мы справимся и будем честно жить. Пусть услышит и благословит вас Аллах Всемогущий. О, чьи это баран? Мои, конечно, мои. И вы их украли, вы. Я ведь каждого из них метил недавно. Мы не хотели, Киликбай нас заставил. И ты вор. Пусть Аллах тебя за это покарает. Я не хотел своих овец. Не бей. Не хотел. Вор! Сам вор! Сам вор! Я чужих овец воруешь! На тебе! Ну, еще! Эй, разбой! Сам! Ты кого грабишь? Я тебя Я тебе все припомню, я тебя проходился за мои черные дела. Бей его, бей! Быстрее уноси ноги! Вот они! Настоящие жених и невеста! Люди добрые, приходите на той. Всех приглашаем на свадьбу. А это в дороге пригодится. Спасибо, Сильбеджи. До свидания, Бастан. Желаю вам сыновей хороших. До свидания. До свидания. До свидания. Не скучайте. Эй! Кто это там ходит и траву мнет? Верблюжата мои! Куда путь держите? Вот так встреча. Куда не пойдешь, он на пути. Сейчас попросит могилу копать. Нет, теперь я не желаю умирать. Разделите со мной мою радость. Вот они, овцы мои. Придет время, стадо мое разрастется, и жизнь у меня будет хорошая. Это вы, верблюжата мои, подарили мне надежду. И земляки наши никогда не забудут Джаббаков. Ехать пора. Счастливого вам пути, дети мои. До свидания, отец. До свидания.